Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июль 2020 года для раков. Посмотрим, что ждет в этот месяц. Посмотрим начало, середину и окончание месяца. Посмотрим, что ждет в отношениях. 3 карты достанем на отношения. Посмотрим, что ждет в работе, финансах. Итак, туз чаш выпадает раком, а это значит, вы будете действительно счастливы. Вам предоставляются все возможности для того, чтобы исполнить ваши какие-то желания, желания вашего сердца. Это и встреча с новым партнером. Если вы ищете человека близкого вам, это вот действительно отношения могут быть надолго, отношения, может быть, глубокие. Карта говорит и о самореализации. Если вы мечтали, допустим, чему-то научиться, реализовать какие-то свои таланты, тоже есть возможность. Хорошее время для того, чтобы выстраивать отношения уже в паре, да, выводить их на новый уровень. Здесь как будто бы появляется возможность обновить ваши чувства, усилить. А также карта для исполнения любых желаний, которые вам очень дороги. Туз чаш – это такая сила, которая вам дается, да. Вот люди, чувствуя вот именно вот этот настрой ваш, они к вам притягиваются. Очень хороший месяц для раков, очень эмоциональный. И карта туз чаш, она очень хорошо сочетается вот со стихией рака, да. То есть очень будет комфортный для вас месяц, очень приятный. Может быть, кто-то поедет к реке, к морю. Может быть, кто-то будет вот в романтике просто купаться, кто-то творчеством займется, кто-то, допустим, приобретет там жилье, недвижимость, которую очень давно хотел, да. Может быть, кто-то получит предложение руки и сердца. То есть тут столько вариантов, что просто не перечислить, потому что это вот глубинные желания сердца, они у каждого разные. Вот какие у вас, так у вас вот, то у вас и может начать происходить. В начале месяца у вас старший аркан сила выпадает, то есть вот вы как раз на таком подъеме, вы настроены на то, чтобы двигаться, вы настроены на то, чтобы влюбляться, вы настроены на то, чтобы вот привлекать к себе внимание, реализовать любые свои проекты. Просто замечательная такая карта у вас на начало месяца. То есть раки просто будут везунчики и счастливчики в июле. Тем более, что это ваш месяц. Карта также говорит о том, что, может быть, вы будете чувствовать такой оптимизм, да, у вас будет очень много счастья внутри. Карта говорит о том, что вы можете вкладывать деньги куда-то очень удачно, инвестиции какие-то у вас здесь могут быть удачные. Может быть удачная публичная деятельность, вот выступление, творческая какая-то деятельность, любимое дело, да, может быть, кто-то даже бизнес свой будет начинать тоже очень успешно по этой карте, кто-то влюбится, кто-то будет, может быть, вкладываться в музыку, да, если, допустим, у вас есть способности, вот тоже вот есть возможность у вас как-то засветиться, кого-то пригласят на какое-то мероприятие очень такое презентабельное, где вы можете себя показать, проявить, может быть, поездка там, где солнце, да, вот если, допустим, у вас запланирован какой-то отдых, это турбаза, это парки, это, в общем, места, где очень много энергии, места, где очень много праздника, радости. Также, если у вас с сердцем какая-то проблема была, да, вот, то по этой карте вот можно исцеление получить или найти хорошего доктора, который поможет вам вылечиться, либо просто понять, вот чего вам не хватает, и благодаря этому ваше сердце придет в норму. Следующая карта у нас двойка мечей выпадает на середину месяца, а это значит, что у вас будет желание вернуться к старому. Может быть, у вас было
Если у вас сейчас, допустим, такое настроение счастья, радости, то вам будет хотеться вернуться в прошлое, будет хотеться уйти вот в какие-то грустные мысли. Вот ни в коем случае этому не нужно поддаваться. Нужно дать себе возможность все-таки чувствовать больше, чем думать, да, то есть разум – это хорошо, но вам нужно вот в этом месяце опираться на свое сердце, на свое ощущение себя. И если, допустим, вы слишком много думаете, подстраиваетесь под других людей, под правила, под какие-то инструкции, для вас это только плохо. Потому что вы таким образом нарушаете вот эту гармоничную обстановку, в которой вы чувствуете себя счастливыми. И если входят люди в ваше пространство какие-то критичные, тоже не допускайте их, не старайтесь с ними не общаться. Общайтесь только с теми, кто вам близок, с теми, с кем вам легко и так далее. Вот двойка мечей вот в данной колоде вообще вот называется дружба, да, то есть могут появиться люди, с которыми вы действительно можете начать дружить и надолго, но для этого они должны быть похожи на вас, они должны быть с такими же ценностями нравственными, которые у вас тоже есть, с таким же взглядом на мир. Двойка мечей говорит о том, что в вашем близком круге очень много людей, которые к вам относятся, ну, может быть, как слово подобрать правильно, ну, не так, как вы хотели бы, да. То есть остерегайтесь тех людей, которые вот к вам относятся там с завистью или как-то критикуют вас. Вообще бы лучше почистить вот свое окружение раком именно в середине месяца. Убрать всех лишних из своей жизни для того, чтобы быть счастливыми. И так как это мечи, нужно любую информацию, которая вас расстраивает, выводит из состояния вот радости, да, счастья, ее нужно убирать. Любую информацию, которая вас задевает как-то, тоже ее нужно не слушать, да, избавляться от нее и так далее. То есть карта говорит о том, что следите за своим комфортным состоянием внутренним. Не позволяйте мыслям, не позволяйте эмоциям каким-то резким разрушать вот это вот состояние, которое у вас есть. Ну и также здесь, может быть, какие-то поездки могут быть отменены, какие-то трудности могут быть с бумагами или ошибка какая-то в документе, вот, которая вам мешает. Может быть, в каких-то экзаменах, допустим, у вас сложности, да, то есть, может быть, кто-то не сдаст какой-то экзамен или не поступит туда, куда хотел поступить. То есть здесь есть какие-то все-таки задержки вот такого плана, связанные со знаниями, связанные с информацией, учреждениями образовательными. Так, что еще здесь вот важно? Важно соблюдать скорость, когда вы едете вот в автомобиле, да, вот не превышайте скорость, потому что вот может быть опасно это. Если вы ездите на велосипедах, допустим, да, будьте осторожны, вот смотрите, чтобы это была действительно дорожка для велосипеда. Кстати, по этой карте очень часто теряются ключи. Вот тоже будьте внимательны и, не знаю, повесьте на веревочку на шею, да, чтобы не было потом сложностей. Но это я шучу, конечно, я имею в виду, что смотрите, чтобы вот уделите этому внимание. И окончание месяца для раков выпадает карта «Суд». Старший аркан, а это значит, вы разрешаете все конфликты, которые у вас были в середине месяца, и полностью вот как бы улучшаете свою жизнь, возрождаетесь, вот реализуете ту энергию, ту чаш, которая вам была дана. То есть первая часть месяца у вас такой подъем, потом немножечко вас проверяет жизнь, да, и если вы это все пройдете так, как нужно, вам дается такой приз, шанс на счастье, на любовь, на брак, на отношения, на работу, на хорошую, которая вот именно вас реализует и так далее. Все самое лучшее, что только может быть, по этой карте происходит.
может быть и исцеление, допустим, даже если болезнь считалась какая-то неизлечимая, вы здесь выздоравливаете. Причем это происходит тотально, уже не возвращается болезнь. Теперь посмотрим отношения. Восьмерка червовая для тех, кто в поиске партнера. А это значит как раз вот встреча с любовью, тут романтика, здесь чувства, романтическое какое-то влечение, разного рода желания такие, да, в общем, карта говорит о том, что вы прям на волне чувств, но единственное здесь, что нужно остерегаться соблазнов каких-то. Вот опять же, если вам очень сильно нравится человек, ну, 100%, что здесь подвох какой-то. То есть все равно должно быть какое-то равновесие чувств. То есть это подъем чувств, это как бы желание там, любви, но все равно это должно быть как-то спокойно, без истерики, скажем так, да. Вот тогда это для вас хорошо. Если же чувство как-то слишком, да, то тогда вот стоит остерегаться таких людей, которые вызывают у вас такие чувства. Для тех, кто в паре, выпадает туз бубновый, карта замечательная, которая говорит о том, что вы можете вот вдвоем быть очень счастливы, у вас любовь, вы можете в отпуск поехать, на море поехать, на природу, вы можете проводить какие-то романтические вечера совместные, прогуливаться там в парке, на турбазу на какую-то поехать. В общем, любовь, ухаживание, праздник, радость и в общем, все, что только может быть для счастья, все это есть. Причем это счастье какое-то такое тихое, приятное, радостное. То есть это не что-то, не буйство какое-то эмоций, да, а вот что-то такое приятное, очень комфортное. Может быть приглашение на праздник, на именины на какие-то, да, на какое-то торжество, в общем. Может быть оформление отношений, да, вот вы захотите оформить отношения, если свободны. Но в любом случае все равно у вас сейчас как-то просто вот влюбленность преобладает, вы как-то особо об ответственности сейчас не думаете, вот наслаждаетесь жизнью. А теперь те, кто в ссоре, семерка, трефловая карта говорит о том, что, может быть, ссоры будут у вас все-таки в этом месяце. Но здесь какие времена? Если, допустим, у вас накопилось много раздражения, накопилась усталость от ваших отношений, вы подумайте, может быть, они вам не нужны, да? Или, допустим, вы чувствуете, что это ваш человек, это просто какие-то ну, притирки такие идут у вас, да, то вполне возможно, что просто это сложное для вас время, и вы вот просто приспосабливаетесь друг к другу, да, тогда в этом ничего сложного, страшного нет. Но если человек вас разрушает, ну тогда вообще не нужно с ним мириться. Зачем? Тогда вы можете встретить нужного для вас человека. Посмотрите, у вас какие карты, которые говорят о том, что вам судьба даст именно вашего человека. Если с вами не тот, лучше вы оставьте его. Теперь работа. Для работы у нас те, кто в поиске работы, получают восьмерку бубновую. Карта говорит о том, что у вас решается вопрос с работой и очень успешно. У вас, скорее всего, это будет большим таким значительным событием, а может быть даже и неожиданным для вас. Может быть, кто-то повлияет, кстати, на то, чтобы вы работу нашли. Для тех, у кого уже есть работа. Шестерка бубновая. Карта говорит о том, что и деньги приходят, и работать комфортно, и какие-то новые возможности появляются, и новые надежды появляются, и результаты какие-то положительные у вас в делах будут. И даже если были какие-то сложности, все заканчивается у вас здесь счастливо. Просто замечательная карта. Шестерка бубновая, она считается лучшей в колоде. Это карта ангела-хранителя, да, то есть все, что вы делаете, ну, как бы будет на благо вам, и вам помогает сама судьба. Теперь те, кто своим делом занимается. Король червовый. Карта говорит о том, что вы можете работать прямо на дому. Вы можете пока иметь какие-то ограничения от государства, от закона. Может быть, у вас слишком большие планы, слишком большие запросы, и вот в этом месяце вы работаете просто в комфортном режиме, и, может быть, вот какие-то ваши слишком большие планы, они не реализуются.
но это не значит, что они не реализуются никогда. Все равно вот для вас какая-то открывается светлая полоса в жизни, какие-то счастливые времена начинаются, будет улучшение вашего бизнеса, будет исцеление ваших финансов, скажем так, да. Если было какое-то большое желание, оно обязательно сбудется, но только нужно либо другой подход какой-то искать, в общем, не так действовать, как вы привыкли, либо искать людей, которые помогут вам этот вопрос решить, либо на уровне государства, либо это просто партнеры какие-то сильные, да, у которых будут возможности осуществить вот то, что вы желаете. А теперь посмотрим деньги. Семерка пиковая для раков выпадает, для тех, кто на зарплате работает. Это как раз карта денег, но это, возможно, деньги, которые приходят на карту, не в руки вы их получаете. Это может быть оплата счетов, это может быть какие-то оформление каких-то бумаг, то есть трата на это денег, да, может быть покупка билетов. И, в принципе, вот семерка пиковая – это карта, когда мы тратим деньги на путешествие, на связь, на средства связи, мы когда тратим деньги на свой близкий круг, на окружение свое, да, в общем, в принципе, здесь больше трат, наверное, чем какого-то большого прихода денег, то есть, в принципе, вот сколько вы заработали, да, вы их все тут тратите. Ну, видимо, время такое еще летнее, да, это нормально. В принципе, для этого мы деньги и зарабатываем, чтобы их потратить. Шестерка червовая для тех раков, которые заняты своим делом, у них деньги от своего дела, да. Здесь могут быть какие-то непредвиденные ситуации, неожиданные какие-то, но к лучшему изменения. Может быть, кстати, если вы планировали что-то менять в своем деле и уже немножечко хоть начали, да, вот будут какие-то деньги от этого нового направления, да, оно будет вам давать уверенность в том, что вы действуете правильно, вы то выбрали, что нужно. В принципе, хорошая карта. Может быть, даже получите какую-то сумму, на которую рассчитывали давно, да, и вот думали, что уже не получится. Также могут быть выигрыши какие-то, могут быть, кстати, по суду могут быть выигрыши тоже. Вот именно в смысле денег, да, вот возврат денег каких-то по суду, либо от государства что-то может приходить, либо карта еще может говорить о том, что ваш доход зависит от вашей репутации, насколько вы известны своим профессионализмом, да, насколько люди о вас говорят хорошо, вот настолько вы будете здесь хорошо зарабатывать. Совет на месяц, валет бубновый. Карта говорит о том, что вам нужно, раки, принять какое-то кардинальное решение в этом месяце, от которого зависит дальнейшее ваше развитие, ваша судьба дальнейшая. Может быть, будут какие-то ситуации для вас неожиданные, сложные, которые как бы трудно переварить, да, но нужно все-таки новое воспринимать. Не нужно жить прошлым, нужно идти в новое. Даже если вы что-то теряете в этом месяце, это только к лучшему, потому что судьба вам хочет дать что-то новое. Если, допустим, вы встречаете человека, который к вам расположен дружески, который со всей душой к вам, нельзя проявлять к нему холодность. Карта говорит о том, что вы пожалеете потом, если отвергнете чью-то любовь, потому что вы, допустим, сейчас не чувствуете к этому человеку там любви, каких-то романтических чувств. Это может прийти позднее, позже, да? Вот, а вы уже откажетесь от человека. То есть ориентируйтесь на какие-то спокойные чувства, дружеские чувства, на интерес, на общность. Вот тогда у вас это может стать хорошей базой для того, чтобы у вас отношения перешли вот именно в любовь, то есть не во влюбленность. Влюбленность, она эмоциональна, да, она быстро проходит, а вот именно глубокое чувство любви, вот оно будет строиться именно на дружбе.
Вот здесь, видите, как бы такой выбор между влюбленностью и дружбой происходит, да, и от этого зависит ваше будущее. Посмотрите, такие карты очень говорящие для вас, раки. Друзья, желаю вам прекрасного июля, поздравляю вас с днем рождения вашим. Пусть у вас все будет счастливо и хорошо. Всего вам доброго, до новых встреч.